Ну вот, еще одну работу сделали. К следующему походу дровишки приготовил. Здесь сухие, ну как сухие, наверное, они чуть-чуть сыроватые, но гореть будут, потому что они со смолой. Там березу, слишком длинные они были, распилил на нужную длину чурки. И тут остатки еще, это чтобы подкидывать на ночь, они сырые. Вот. Здесь до хрена дров. Здесь дофига. Здесь сухие дрова. Ну и там темно снимать. Там еще 3 раза, чтобы затопить, там уже расколол несколько чурок. Вот. Все-таки я решил, ребят, сегодня я поеду. Ну, тут делать нечего. Если не везет, так не везет. Надо заканчивать с этим. Сегодня поедем. И в ближайшее время лучше от села куда-нибудь в другую сторону, в другие места съездим на рыбалку. Там попробуем порыбачить. А тут, ну, я останусь. Еще вот я буду валяться 12 часов. Просто вот я выспался, мне некуда уже не лезет. Завтра уже снова такую же картину я буду снимать. Рыбалка ни о чем, как вы пишете. Так и есть. В принципе, так и есть. Я не в обиде. Рыбалка ни о чем это называется. Так что в другом месте поищем рыбу. Может, удастся найти. Порыбачим еще. Зимняя рыбалка только началась. А сегодня поеду. И я думаю, буду прав. Уже начало темнеть, но мне надо еще сходить вон туда. Вот, видите, стена тайги. За этой стеной там еще 3 капкана стоит у меня. До болота надо сходить. И этим я сейчас займусь. Я возьму рюкзак, фонарик. Но рано, сейчас уже скоро стемнеет. Сходим, проверим еще 3 капкана. И 2 жерлицы надо взять. Блин, этот налим, нахрена он вообще попалась? Я бы с радостью его отпустил. Я пытался как-то тройник изо рта, из пасти вынуть, но у меня вообще там зацепилось конкретно. И такой ротик такой маленький, в одну сторону тройник идет, а назад все уже, извините меня. Если широкий рот, большой налим, то можно там пальцы засунуть, вытащить. Но не получилось. Ну как сказать еще. Отвезем тулану там, накормлю тулана этим. Можно, в принципе, уху даже сварить. Может, и уху сварю. Где-то сантиметров 30 она. Хорошая уха получится из налима. Да, можно. Ну, посмотрим. Там печень, сама рыба. Да, уху сделает хорошую, между прочим. 2-литровую кастрюлю там сварить. Но если, скажем, маленькая рыба, и ты 5-литровую посуде будешь варить, там не уха, а просто вот вода будет. Вот. Ну что, прошлую щуку, между прочим, я из головы варил уху. Голова там, внутренности, вообще идеально уха получилась. Я вообще из головы уху, в принципе, не варю. Принципиально не варю и не нравится. А вот, ну, блин, у щуки голова, сами видели, какая огромная. Блин, такая кастрюля, такой бульон хороший, вкусный получилось. Мне понравилось. Я уху люблю, рыбу люблю. А остальное уже филе мы на муке пожарили, мукой там. Тоже вкусно получилось. Всей семьей ели. Огромная щука была. Но в этот раз ничего у меня не получилось, чтобы поймать какой-то рыбину. Живца не могу поймать. Живец нужен, чтобы донки закидывать. А живца не удалось поймать. Я надеялся на речку. Надо было мне вчера еще на озере там крутиться, покрутиться, там до конца сходить, потом до того конца, до этого конца. Может, где-то и что-то получилось бы. А я думал, здесь наловлю этих ельцов. Потому что я как рассчитывал. От Нишера я ездил, там рыбачил, рыба попадалась, я всем кричу на весь голос, что в этом году ельца до хрена, все будут с рыбой.
Ну вот, накричался, даже одного не смог поймать. В одном месте где-то есть рыба, а в другом месте нету. В следующий раз, думаю, на Буране приеду и поднимемся еще на километров 5 выше, там попробуем. Хочется мне там еще попробовать. День потеряю, еще туда съезжу. Вот. Ну, ладно, поболтал. Сейчас я схожу до болота. Надо сходить. Капканы еще проверить. А тут темнота. Ни хрена не видно. Даже не знаю, где фонарик у меня. Ай, бля. Ну тут смотрите, сколько дров еще. Вот. Здесь убираться надо еще. Там пол кастрюли еще у меня картошка с мясом. Я ее так и не съел. Ладно, сейчас по-быстрому чаек попью и в путь. Время, не знаю, сколько времени тут. Где у меня сотовый? Так. Вот видите, 14 часов 53 часа, а уже тьма на улице. 4 часа уже вообще тьма будет. Ну, капкану проверим и все четко. Успеем еще. Там уже. Вы любите вчерашний салат? Вот Новый год там встретите, и вчерашний салат останется. Как бы, ну, праздничный салат. Вот так же и сейчас. Очень вкусно. Угу. Вот так вот. Так. Там майонез еще, чтобы не забыть. Снег так и не перестает. Все еще идет и идет. Вот туман. Что-то вынюхивает. Свежих следов никаких я не видел. В такую погоду вообще звери стоят, птицы. Ну, как не птицы, а вот эти пушные зверьки. Я ориентир вообще потерял. Зачесы старые, блин. Да, уже влево, наверное, пошел или что. А нет. Это здесь у меня древние ловушки еще. Древние. Вон они. Чем только я не занимался. Вот тут они стояли. Вон, вторая палка уже упала до боку. Как бы здесь было. Ой, блядь. И не попало. Вон. Ну, примерно вот так. Короче, они были. Все гниет. Все хозяйство гниет, короче. У западносибирской лайки эти лапы длинные. Этот снег вообще мелет ему. Не чувствует глубину снега. Как лось ходит, блин. Еще один капкан осталось. 2 штуки проверил. Тут только 3 штуки стоит. 2 штуки проверил. И опять ориентир пропал. И на одном только вот привада, приманка. Вот это, ну, наверное, правильнее привада. Вот эта вонючая фигнюшка. Капкан не тронутый, а привады нету. Может, птицы
Эти тоже очень частенько заглядывают в гости. Сойки. Может, они клевали там. Вот я уже, в принципе, дошел. Найти бы еще капкан. Где он у меня? Все время приходится под фонариком ходить, блин. Так. Где же он? Действительно, левее, что ли, я прошел? Походу, левее ушел я. Сильно влево ушел. Так, подожди. Что-то я не пойму вообще. В принципе, где-то он тут должен быть. Так. Тулан, блин. Во тьму ни хрена не вижу. Такс. Ориентир действительно пропал у меня. Теряю. Так. Заплутал я. Так, вот же тропинка, ё-моё, вон она. Вон. Вот тропинка, значит я чуть вперед ушел уже, да? Назад. Вон он, вроде вижу. Если не путаю. Да, нашел. Собака оттуда пришла. Да, никого нету. Все пусто. Я, короче, левее ушел. Да, пустой капкан. Вот старые зачесы. Сейчас найдем свою. А вон следы. Здесь, короче, я вот тут, оказывается, чуть левее ушел. Угу. Вот. Рядом уже был с капканом. А я влево ушел, такой кружок сделал. Ладно, хрен с ним. Возвращаюсь на избу. Проверку капканов закончили. Все, больше не осталось. Ничего не поймали. Следующий раз уже примерно через месяц. Может раньше, может позже. Но примерно где-то месяц еще буду держать капканы. И все. Сниму все. Ну, сниму, я имею в виду, что уже не буду дальше ловить капканами в этом сезоне. Я надеялся, что попался, куница попалась, потому что следы были. И по первому снегу они более активные, ходят больше. А в глухозимье они тоже, я не знаю, у них запас, что ли, есть этого корма, всяко разного. Они все осень, наверное, тоже собирают, и в глухозимье они живут на этом. Это уже многие так мне говорили. Думаю, это так и есть. И уже они к весне, вот в конце февраля, в марте, ну вот тогда у них активность очень большая. Прям тропинки делают. Ну, у них, как и коты, гуляют. Как домашние коты гуляют. Также. Тула! Вот. Ну,
Нет, так нет. У всех шкура дорога. Умеют меня перехитрить. Будут жить. Я сумею их перехитрить. Извините. Вот такие дела. Это закон выживания. О, какие сосны, блин. Вот это кубатура тут. Вот это да. Скажем, 9 венцов и избушка готова. Вон. Хоть дом строй. Жилой. Какие мощные сосны. Вот так я иду. И по ходу ходьбы я еще разговариваю. И бывает там некоторые получают ответы на свои вопросы, которые задают в комментариях. Но бывало такое тоже. Знаете, некоторые думают, что вот если я поставил капкан, все, я это делаю нелегально, туда-сюда. Но я осенью оплачиваю лицензии. Лицензии на куниц, лицензии на бобра, боровую птицу. На все я беру лицензии. Если сравнить, какие расценки по России. Вот мне пишут, я ужасаюсь, прям, блин. Скажем, у нас лицензия на лося 3000. А мне написали там, бывало 70 тысяч, 50 тысяч. Я такие деньги за лося ни за что никогда не дам. Ребят, берите готовое мясо, она намного вкуснее, чем этот лось. Еще насчет куницы. Куница у нас оплачивал 60 рублей шкурка. Ну ты все это дело оплачиваешь, бобра, куницу, но это дело надо еще добыть. Вот как мы видим, сегодня ничего не получилось. Осенью собаки тоже не залаяли у меня. Я из-под собак не удалось добыть. Так что все лицензии у меня в очередной раз сгорели. Глухарей сколько там оплачивал. Это последний капкан тут у меня. Вот здесь. Вон, давай, вперед. Пошли, пошли. Вот также здесь старая ловушка. Более-менее показать. Ну, примерно вот такой долог был. Это на горностая там ставил. Было желание что-то поймать. Выгоды от этого ноль, но все равно инстинкт охотника. Что еще сказать? Вот, косачей я оплачивал. Надеялся, что косачей я буду добывать зимой. Думаю, в этом году зимой ружье из сейфа лучше не вытаскивать. Конечно, на вторую избу буду ехать, я возьму с собой. Без оружия никак. Но чтобы кого-то добыть, это нереально. Это нереально, потому что их нету. Вот сегодня, между прочим, одного рябчика слышал и все. Вот. Так что все делается легально. Не надо гнать пургу в комментариях. Что нелегально, вы никогда не увидите. Запомните это. Если жить по закону, вообще хоть из дома не выходи. Вообще уже для охотников столько напридумывали.
этих правил, дурных правил. С января вообще новые правила там. Ну, кому интересно, почитайте. Там, я не знаю, куда дальше еще придумывать. Скоро действительно вот ты будешь ехать в тайгу. Сейф. Оружие со сейфом будешь возить. Придумают легко, очень даже. Это они могут. Раньше ничего не надо было. Взял ружье у деда. На стене висело. Ходили по селу с ружьем. Ничего такого не было. А один псих перестреляет людей, блин, из-за него, из одного человека, блин, все потом страдают. Это, наверное, началось вот когда с охотничьего магазина вышел и начал шмалять по людям, бля, и возле магазина, наверное. Где-то, наверное, с того момента все это началось. Ну, ужесточили, в общем, правила с оружием там. Короче, у меня карта памяти заполнилась. Шел, и вдруг выключилась все. Я на избе сейчас поменял карту памяти. Вон, сходим на речку. Такой снегопад. Если я сегодня не поеду, я застряну тут. Это очень даже может быть. Потому что снега такая пурга. Так, вот у меня две донки. На одной-то сидит. Но он, этот налим попался на плотвичку маленькую. А здесь еще ёрш. Вот. Так. Интересно, живой нет он? Сопливый-то. О, живой. Сейчас я тулану дам. Съест, нет. А. Он колючий. Запомни, пацан. Морду бы вы видели сейчас у него. Интересная морда была. Он привык там этих плотвов есть. А тут ёрш. Колючий, блин. Не грызет. Грызет. Так, ну и тут еще налимчик у нас. Он живой. Да, вкусная уха получится. Я завтра и сварю. С радостью бы я тебя, пацан, отпустил, но ты мощно проглотил. Я тебя поранил. Так, ладно, пошли. Так. Тулан. Опять куда-то ушел. Лок. Тулами. Сядь. Горячо, что ли? Пащ. Да не может быть. А вот, чуть-чуть горячо. Да-да-да. Я похлебал там. Как будто прохладно было, но постепенно съест. Сегодня уже
эту тарелку он съест, эту миску, и не надо уже ужином кормить. Наестся. Мне уже не хочется все. Тоже уже начал убирать все. Начал убирать. Еще со стола убрать. И в принципе уже все. Что еще добавить? Как всегда все убрал. Вон как оставил стол сегодня. В сторону отодвинул, как с утра говорил. Конфет до хрена осталось. Также оставил. Может кто-то чай попьет. Плов ташкентский. Ведра, котелки, чайник. Все на месте. Дровишки есть. Спасибо, изба, что обогрела нас. Выжидайте спасибо. Так. Ну все, поедем. План. Да? До новых походов, изба. Было очень тепло, комфортно. Ночевали. Еле открыл дверь. Не знаю, тормозные накладки там замерзли, нет. Но замок двери вообще еле открылась. Давай. Все. Тулан сегодня в кабине поедет. Вот такой ли. Вот. Там уже видны лучи лампочек. Лампочки горят. Тулан, наверное, выспался, пока ехали. Ехать было тяжело. Остановился, чтобы отблагодарить вас, зрителей, кто досмотрел очередной мой поход. Ну, такой поход получился. Рыбалка ни о чем. Проверка капканов. Будничные. Таежный быт, вернее. Таежный быт. И, ну, все вы видели. Все как было, то и показал. Он, бездельник, наслаждается. Жарко ему тут. А? Жарко. Много снега выпало уже. И
тяжело едет машина. Вторая, третья передача с пробуксовками. Вот. Но мы доехали. Уже это окраина села Алексеевки. А там уже хорошая дорога. Одним словом, всем спасибо. Спасибо тем, кто только что подписался, кто поставил под каждой серией лайки. За это вам большое спасибо. И до новых встреч. Ждите новые фильмы. Пока. Скажи пока. Улан, скажи пока. Ладно, ребята. До новых встреч.